момента врачи местной амбулатории ждали больше года. Символический ключ откроет перед ними не только двери нового медучреждения, но и возможности, о которых доселе можно было только мечтать. С этим знаменательным днем участковых врачей поздравила и глава региона. Мы сегодня с помощью «Газпрома» и лично Алексея Борисовича Миллера, потому что он выделял средства на то, чтобы мы завершили амбулаторию и здесь, и в Насыркода, и в Альтиево. Открываем вот такое хорошее лечебное учреждение, которое будет отвечать всем современным требованиям. Единственное, я здесь просил бы председателя правительства, министра здравоохранения уточнить по стационару. Мне кажется, все-таки стационар должен быть здесь, дневной стационар, а не в старом. Там надо посмотреть, как это делать. Ну и властям города разобраться по месту старой амбулатории, что мы там хотим сделать, что мы там планируем. На это тоже обратить внимание. С учетом и современного оборудования, и такого нового здания, отношение к больным должно быть соответствующим. Лучше намного, чем я знаю, что вы до этого хорошо относились, но сейчас еще лучше относитесь к этому. На торжественном мероприятии присутствуют и местные жители, для которых открытие амбулатории тоже большой подарок. Старейшины села поделились своей радостью с собравшимися. Мана халнах лурж шабат дуа меколж işte хозлахда душда мяшли дочш да цадахшин зами гранд марке аха мотигяцер условияцер хачрикж мухбарна хачвялч кальдори аха еще ат жук шгол да хачрикж мухбар хач يعني سو سيت يعني سو مستو حمد اوش хачвянч латж диван бош эрч ачвач кабинет живос масю оборудование авоттай светлые сивди цени. Светлые коридоры, удобные мебели, приветливый медперсонал – далеко не все, чем может порадовать своих пациентов амбулатория сельского поселения Насыркорт. Самое приятное находится по ту сторону медицинских кабинетов. Вместо тесных помещений просторные и оборудованные. Участковые педиатры, к примеру, отныне смогут оказывать больным полный спектр медуслуг. Неудобно было вести прием, так как кабинет был очень узкий. Мамочки приходят не только с одним ребенком, двое-трое детей, и очень неудобно было и медсестре расположиться, и врачу. Естественно, у нас журналы, которые надо заполнять, и вот было очень неудобно. Но сейчас у нас очень хорошие условия, все нас устраивает, и очень рада тому, что нам дали такую амбулаторию. Параллельно с открытием нового здания Минздрав Ингушетии обновила медицинское оборудование. Теперь врачи могут проводить все виды обследования. Лаборанты приобщаются к современным аппаратам, а УЗИ-кабинет начинает проводить диагностику на более высоком уровне. На этом аппарате имеются все 4 датчика. То есть при помощи этих датчиков можно провести и полостное исследование у женщин, да, то есть малый таз исследовать, провести трансабдоминальное сканирование и всех полостей, в том числе и брюшную полость, и малый таз. Да. Линейный датчик позволяет произвести сканирование щитовидно-железомолочных и мягкие ткани. Естественный датчик, который позволяет произвести нейросонографию, то есть исследование головного мозга, оценить состояние структур головного мозга маленьких детей, то есть до 1,5–2 лет получается. В условиях новой врачебной амбулатории можно проводить магнитную терапию и электрофорез. Всем необходимым оснащены прививочные и процедурные кабинеты. Если раньше из-за отсутствия соответствующих возможностей анализ крови проводился на базе Назравновской городской больницы, то отныне это можно сделать и в стенах этого медучреждения. Новое оборудование, которое позволяет лечить хроническую ангину. Это очень актуально, так как не только взрослое население, но и в основном детское население страдает от данного заболевания. То есть кварцевые тубусы, которые позволят оказать данную помощь деткам нашим. Помещение, в котором ранее располагалась амбулатория, находилось в аварийном состоянии. В постройке 1982 года периодически проводился косметический ремонт, но и это не позволяло создать комфортные условия для пациентов и врачей. Теперь все это осталось позади. Вся работа в здравоохранении, она начинается с периферии. И так как работает первичное звено, как идет выявляемость на первичном уровне, дальше мы уже можем и направить на обследование, на лечение и так далее. Поэтому вот знаковое событие — открытие
открытие вот этой амбулатории. У нас предстоит еще открытие амбулатории Альтиева, Гамурзиева. Новая врачебная амбулатория рассчитана на 500 посещений в смену, так что получить квалифицированную медицинскую помощь в условиях этого медучреждения жители Насыркорта смогут в полном объеме. Мадина Пугоева, Джамалил Тамасханов, Новости 24.